Проливной дождь, обрушившийся на Сухум утром 9 сентября, буквально парализовал город. В многочасовых пробках оказались и простые горожане, и водители спецтехники. Где-то упало дерево, где-то вышедшая из берегов городская речушка затопила автомобили, квартиры, офисы и магазины. Уходя, вода оставила на дорогах толстый слой ила. Магазин игрушек в районе вокзала оказался невредим, но его владельцам еще несколько дней придется вымывать грязь вокруг него. У нас высота нормальная и вода почти не остается. Все нормально. Ну, работы все равно много, да? Очень много. Это не то, что это 2-3 дня надо будет вот это убирать. Руслан Губли уверен, что подтопление произошло из-за замусоренности реки Адзапш. Ну, там речушка течет. Местное население, весь хлам, весь мусор туда бросают. И начиная от стиральных машин старых, все выносит вот сюда на вокзал. Надо с населением поработать нормально. По словам главы администрации Сухума, дождь был настолько сильным, что отводные каналы и ливневки просто не справлялись со столь стремительно прибывающей из-за интенсивности осадков водой. Вышедшие из берегов речушки стали причиной подтопления. На самом деле было большое количество осадков, поэтому я не могу сейчас сказать, если даже все наши ливневки работали бы, справились бы они с таким большим количеством осадков. С потоками воды не справились и желоба водосточных труб нескольких многоэтажек. На улице Кугоне крышу девятиэтажки так затопило, что вода проникла в квартиры. На данном доме Кугоне 62 произошли подтопления верхних квартир 9 этажа, 9, 8, так как сами дождеприемники, так называемые воронки, диаметром стоят меньше. Эти водосточные трубы, как и кровельное покрытие, заменили здесь больше 10 лет назад. До последнего ливня все было в порядке. Но после того, как крышу затопило из-за того, что желоба показали плохую пропускную способность, их полностью меняют на большие по диаметру. Мы сейчас меняем их на больший диаметр, 150. Думаем, что уверены в том, что не будет дальнейшего повторения такой ситуации. Клиника LabQuest планировала переезд в новое здание примерно через месяц, но стихия ускорила процесс. Дождь затопил помещение лаборатории, поэтому в экстренном режиме все оборудование и мебель перевозят в сухое помещение. Полным ходом идет уборка у комплекса правительственных зданий. По словам мэра Сухума, городские службы вместе с устранением последствий стихии анализируют ситуацию, чтобы понимать, какую работу необходимо проделать в первую очередь, чтобы каждый следующий дождь не наносил такого урона столице и ее жителям. Состояние наших ливневых коллекторов в городе, в большей части плачевное. Мы предыдущие периоды заменили ливневые стоки и коллектора на улице Воронова, Базинской, на улице Джонова. Но остается у нас проблемные участки, это на улице Дбар, на улице Сахарова, это в центральной части города. Также на вокзале, в Синопе. Мы сейчас уже запланировали, и так планировали, и улицу Дбар, и улицу Сахарова начать в этом году уже замену ливневок. По обращениям граждан и так и по работе домоуправления очень много жалоб поступает, информацию собираем. Стихия этим утром ударила не только по столице. Пострадали и Агудзеры, и Гулрыбш, и Нижняя Шера. Насколько серьезный ущерб нанес ливень, пока не ясно. Но каким бы он ни был, возмещать его будут, задействовав все резервные фонды. В предыдущие годы все последствия устранялись за счет резервного фонда президента и премьер-министра. Сейчас такая же ситуация с финансированием? Стихийные бедствия не планируются, соответственно, эти расходы относятся к непредвиденным, соответственно, будут задействованы те же самые источники по ликвидации стихийных бедствий. Глава государства оповещен о том, что у нас происходит в районах, как будет подсчитан ущерб, будут приниматься решения, и этот источник будет задействован и резервный фонд Кабинета министров, соответственно, главы администрации города Сухуми, районов тоже свои источники определять. То есть всем миром, как говорится, обязательно поддержим друг друга. Прогноз погоды обещает еще один ненастный день. Но, по данным синоптиков, осадки будут уже не такими обильными. Столичные власти и руководство страны призывают всех горожан принять участие в расчистке Сухума от последствий стихии. Марианна Котова, Инна Лагухава, Валерий Криквискири, Абаза ТВ.